Продолжаем выпуск. В июле прошлого года Тува отметила 120-летний юбилей со дня рождения выдающегося мастера, резчика по дереву, виртуозного изготовителя национальных музыкальных инструментов Дангака Аканчика, который являлся носителем и хранителем древнего искусства резьбы по дереву. В 2016 году к юбилею знаменитого мастера был организован первый межрегиональный скульптурный симпозиум по деревянной резьбе. В этом году по инициативе Министерства культуры Тувы Центра тувинской культуры проводит первый республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе имени Дангака Аканчика, посвященный году молодежных инициатив. Издавна искусство народных мастеров передавалось из поколения в поколение, обогащаясь опытом предшественников. Одним из выдающихся рукоделов являлся Дангака Аканчик – мастер, резчик по дереву, камню, музыкант, художник, изготовитель традиционных музыкальных инструментов, собиратель устного фольклора. Работы Дангака Аканчика хранятся в фондах музеев Москвы, Санкт-Петербурга и в Национальном музее Тувы. Дангак Аканчик внес значительный вклад в становление декоративно-прикладного искусства Тувы, в развитие традиционной тувинской культуры. В Центре тувинской культуры проходит первый республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе его имени. Принять участие в нем приехали 14 мастеров из Байтайгинского, Барынхемчикского, Чедыхольского, Чахольского и Эрзинского районов. Продолжая эту добрую традицию, было решено дать имя Дангаку Аканчика первому республиканскому скульптурному конкурсу по деревянной резьбе, так как именно его имя для молодых поколений мастеров должно быть ориентиром и примером в тувинской традиционной деревянной резьбе. В этом нынешнем году при поддержке Министерства культуры Центр тувинской культуры решил поддержать именно молодых мастеров, и поэтому мы проводим первый республиканский скульптурный конкурс по деревянной резьбе имени Дангака Аканчика. В состав жюри будут входить видные деятели искусств, знаменитые скульпторы и мастера. Еще на протяжении нескольких дней мастера будут трудиться над своими работами. Самый молодой резчик Арзлама Адырмангуш. Он учится в Республиканской школе искусств. В свои 15 лет уже опытный и пытливый художник, резчик по камню. Скульптуры из дерева приходилось изготавливать, рассказывает участник конкурса. Так-то выбирают свою форму с дерева, там смотришь по дереву, из чего оно получится, на что похоже выбираешь, смотришь, изучаешь. Ну, я участвую в номинации древних персонажей, вот делаю воинов. В резьбе по дереву я участвую в первый раз, как-то любопытно стало. Хотел бы попробовать еще много чего. Александр Дубчур, напротив, мастер с большим опытом, член Союза художников Тувы. Сегодня из рук мастера вырисовывается рельеф и тело могучего Кучтен-Мөге. Я участвую в номинации «Исторические персонажи» знаменитого тувинского борца, портрет Кучтен-Мөге. Потому что Кучтен-Мөге – это самый сильный борец нескольких лет. 17 лет он всех борцов переборол, и поэтому честь этому борцу делаю вот эту скульптуру. Стоит отметить, что в конкурсе участвуют только студенты учреждений среднего художественного образования, СПО и вузов, и преподаватели, работающие в учреждениях художественного образования, а также молодые мастера. Каждый выбирает номинацию и по требованиям и условиям конкурса изготавливает в течение 9 дней скульптуры из дерева. Номинации таковы: сказочные герои, исторические персонажи, 6 видов скота, хёмей, животные Красной книги Тувы, снежный барс, дикий горный баран, архар, беркут, филин. Итоги конкурса будут известны 22 июля. В концертном зале Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел состоится презентация работ участников. Диана Баймбулусерис-Ховалы, телекомпания «Новый век».